Карим Хакимов – легендарный дипломат, интересная личность. В арабских странах его называли «Красный Паша», а Советская Республика ценила за то, что он сумел наладить добрые отношения с арабо-персидским миром. Родился Карим Хакимов в Башкортостане. В 2020 году наша республика отмечает 130 лет со дня рождения знаменитого земляка. Человек с интересной, но непростой судьбой. Его расстреляли в возрасте 47 лет за обвинение в шпионаже. Реабилитировали посмертно, спустя 18 лет со дня казни. В 2020 году Ассоциация библиотек Башкортостана на средства гранта главы региона по сохранению и развитию государственных языков и языков народов республики реализует проект «Живая книга» Карима Хакимова. Глава Башкортостана Ради Хабиров на презентации проекта в Уфе в Национальной библиотеке имени Ахмед Закиева Лиди. Мысли были, да, по библиотеке? Строительство было. Да. У нас даже была выделена земля. Вот здесь вот рядом с библиотекой, между есть? школой. Есть, да? Ну, пока мы там заявлялись на проект. Есть проекты, но они не дали разрешения. Это лет 5-6 назад было. Нет, сейчас надо все современное делать. Вот Да. мы на выставке были, там в том числе строительные. Такие красивые делают. Прямо. Вот вы знаете, пока мы с этим проектом возились, вышел закон о том, что в 500 метрах от объектов культурного наследия нельзя строить. Сейчас проработаем этот вопрос еще раз. Вот. И мы это... А проект у нас был, нам зарубили. Это давно было, лет 4-5 назад. Вообще строить надо, конечно, оно у нас... И здесь надо. Или здесь реконструкцию глубоко сделать. Да. Здравствуйте. Хайрлы күн. Добрый день, уважаемый Раиль Фаритович. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня в стенах Национальной библиотеки мы открываем презентацию проекта «Живая книга» Карима Хакимова. Современная библиотека – это не только то место, где выдают и хранят книги, а также место встреч, общения и знакомства. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы познакомиться с новой книгой. Это проект книги-комикса «Живая книга» Карима Хакимова. Книги поступят в библиотечную сеть республики, которая насчитывает 1580 библиотек, и каждый читатель сможет с ней ознакомиться совершенно бесплатно. А сейчас слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Хайрлы күн, қадірлі достар, хөрмәтлі коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня такое интересное событие у нас. Идет презентация комикса, посвященная удивительному человеку Кариму Хакимову. У нас в республике, благодаря пьесе, которая была поставлена, он еще носит название «Красный Паша». Человек с удивительной судьбой, просто удивительной судьбой. И, наверное, многие здесь, кто присутствует, читали его биографию. Она действительно, биография такая, знаете, это как приключенческий какой-то фильм. Человек столько сделал, столько работал, и был удивительным дипломатом, и удивительным политическим деятелем, и такая трагическая судьба. Вообще, в республике, я считаю, что у нас еще много имен, которые прославляли нашу республику, прославляли наш народ, но которым мы не уделяем должного внимания. Благодаря деятельности энтузиастов, благодаря деятельности нашего правительства, еще начиная с 2000-х годов, многое делается для увековечения памяти Карима Хакимова. И вот сегодняшняя история – это тоже один этап в дальнейшем развитии. 28 ноября ему исполнилось бы 130 лет, и я полагаю, что нам тоже нужно эти мероприятия каким-то образом провести. У нас есть целый ряд наработок, я сейчас их даже озвучивать не буду, пока очень интересных, связанных с увековечением памяти Карима Хакимова. Но я вновь говорю, что у нас очень много людей, которые составляют гордость нашей республики и которым надо будет уделить внимание. Поэтому я надеюсь, что вот эта история, она как бы часть, начало большой работы, которую мы все должны с вами провести. Спасибо. Отличная история. И мне очень нравится, что это, с одной стороны, историческая вещь,
С другой стороны, это и филологическая вещь, написана на двух языках. Это будет, собственно, некий такой методическое пособие для изучения, в том числе башкирского языка в наших школах, что очень важно. Рахмет. Спасибо, Равиль Фаритович. Над созданием проекта работала целая команда профессионалов. И слово предоставляется Бузыкаеву Камилю Радиковичу, автору идеи, продюсеру проекта. Здравствуйте, дорогие друзья! С радостью представляем вам результаты своего труда, который мы делали небольшим, но очень работоспособным коллективом. Все лето и часть осени. Также я благодарю сотрудников Национальной библиотеки, которые очень помогли нам в создании. Ну и, разумеется, главу республики, на грант которого это все сделано. История эта началась в прошлом году, когда мы со своим товарищем Ильгизом начали изучать историю Карима Хакимова, которая привела нас в поисках документов необходимых в Англию, в Саудовскую Аравию, где мы наладили очень тесные связи. И вот мы сейчас видим комикс на башкирском и русском языке. Наши саудовские друзья просят сделать также его на арабском языке, чтобы распространять у себя в королевстве Саудовская Аравия, так как если вы ознакомитесь с комиксом, увидите, что там в такой легкой завуалированной форме, но тем не менее они узнаваемы, изображены члены королевской семьи, вот правящего дома и ныне правящий король Саудовской Аравии. Но нам было очень приятно узнать в королевстве Саудовской Аравии, что наш земляк Карим Хакимов – личность легендарная. Даже у нас, при всем уважении, как сказать, он еще не стал человеком легенды, хотя он этого заслуживает. Но в любом случае мы ведем работу по возрождению его имени. Я думаю, что вот это только первый робкий, осязаемый шаг, который мы сделали в рамках проекта, который включает в себя документальный фильм со съемками в Саудовской Аравии, в Англии, в России. И мы надеемся, что сделаем еще и художественный фильм. И вполне возможно, вот со своими товарищами из комикс-студии «Муха», с которыми мы делали этот комикс, мы, может, сделаем мультипликационный фильм. Мы все увидим, жизнь покажет. Очень рад всех видеть и благодарен, что пришли на такую вот презентацию. Спасибо большое. Спасибо, Камиль Радикович. Слово предоставляется руководителю студии «Муха» Абдрахманову Артуру Валеевичу. Во-первых, хочу сказать спасибо тем людям, которые дали нам возможность участвовать в этом проекте. Самые интересные события в нашей жизни за 30 лет существования студии власти наконец отнеслись к нам с теплотой и симпатией, и на студии началась совершенно другая интересная жизнь. И есть возможность работать над тем, что близко нам, дорого нам, и хочется, чтобы это был первый, но не последний опыт работы в этом направлении. Скажем, в процессе работы над этим комиксом мы прекрасно понимали, что где-то в те же годы, в тех же местах была деятельность будущего генерала Шеймуратова. Штурмана Альбанова еще можно. Мы в мае, в день его рождения, мы откроем музей, да? В мае же откроем, да? Поэтому, вот я хотел с вами обсудить. И дальше мысли как идут. Потом же началась война. К сожалению, Карим Хакимов уже ушел, войны не было, но были интереснейшие события, когда на Курском фронте воевал Мустай Карим, а линию фронта в это время перебрасывал черный генерал, наш тоже земляк. В небе летал Муса Гариев. И, скажем, вот наши супергерои, они супергероями являются по сути, по своей жизни, но
о них предстоит еще рассказать. И мы бы хотели, чтобы была такая возможность, чтобы этот комикс был первым кирпичом в этом здании, строительство пансиона, строительство, ну, дань уважения тем героям, которые вот были нашими соседями, которые у кого-то они в родственниках, у кого-то в знакомых соседях, потому что наша страна небольшая, почти все друг друга, многие знают, родственники и так далее. И хочется родных и близких рассказать. Ну, собственно, наверное, все. Спасибо ребятам нашим, которые с огромным удовольствием и радостью работали над этим проектом. И, на мой взгляд, он получился интересным и теплым. Все, спасибо. Спасибо вам, Артур Валерьевич. Теперь слово предоставляется Юсупову Ильгизу Владиславовичу, создателю фильма о Кариме Хакимовой. Создателя, наверное, ни одного тут назвать сложно. С Камилем эта идея к нам пришла. Одному из создателей. Я бы хотел, конечно, немножко с отвлеченным, то есть начать. То есть, может быть, для того, чтобы этим завершить. Мы вот с Камилем съездили в Лондон и получили Foreign Office архивы в прошлом году еще. И в течение года совместно с Министерством иностранных дел и с представителями ряда других ведомств изучали эти архивы. И большую часть было одобрено, то есть довести до широкого зрителя, то есть дать им свет для того, чтобы историки, специалисты, востоковеды могли изучать эти архивы, то есть на территории Российской Федерации. Вот, скажем так, мы решили, что первым, то есть кому мы должны передать эти материалы в электронном виде, потому что очень большой объем, это должна быть Национальная библиотека Республики Башкортостан. И, соответственно, мы сейчас передаем вам данные документы, то есть в электронном виде. Здесь несколько тысяч страниц британской так называемой папки, плюс материалы, которые мы получили во время поездок в Ближний Восток от наших саудовских друзей. То, что нам разрешили в Министерстве иностранных дел пока обнародовать. Чуть позднее, в 2021 году, получите оставшуюся часть. Спасибо. Мы сегодня хотели бы презентовать пока еще, скажем так, закрытый показ нашего тизера данного фильма, чтобы показать, что мы на сегодняшний день сделали. Теперь ты мой брат. Осужденный, хотите что-нибудь сказать? Меня зовут Карим Хакимов. Здорово. У нас какие дальше планы с вами? У нас есть по Шеймурату информация, но пока мы, к сожалению, вот с Камилем получили из нашего британского источника, тот же самый человек, который нам нашел архивы Карима Хакимова, нашел архивы Германии, которые были перевезены, ну, то есть после того, как союзники захватили Германию, эти архивы германские попали в Великобританию. Просто их не успели получить из-за локдауна, который там объявили. И по Шеймурату, в принципе, там тоже очень интересно. И, в принципе, да, то есть даже сами немцы отмечают его там героическую смерть, поэтому... Вот это бы вытащить, потому что там много... Постараемся, но это съездим, я думаю, что чуть позже, потому что пока... Ну и нам завершить надо, вот у нас там по памятнику Шеймурату уже пора бы, там сессия определиться. У меня штук
20 разных есть версий. Надо просто коллегиально сесть и посмотреть. Там одна история. Но все свое предлагают по-разному. Ради Фаритович, можно вопрос? Да? Вы ведь наверняка в студенческие годы здесь Конечно, я был. посещали. Как ваше впечатление? Конечно, да. Я здесь был. Я ходил, знаете, Ничего не во-первых, в изменилось, библиотеку. Да, нет. Я здесь еще ходил на этот. Раньше курсы английского языка делового были, я сюда приходил. А сейчас курсы стартюрского мы объявили. Вот в этом году в январе провели 3 месяца, начиная с января. Потом в связи с пандемией прекратили, но мы сейчас будем делать онлайн-формат записи и выкладывать на нашем сайте. И еще, Ради Фаритович, вы, наверное, свой читательский билет уже потеряли, студенческий, поэтому мы хотим вручить вам именной читательский билет почетного читателя нашей библиотеки. Ходите. И всегда рады вас здесь видеть. Спасибо. А Спасибо. он круглосуточный? В электронной библиотеке. А вообще нет, нет. А вот, кстати, это от потребностей, конечно, зависит. Но когда жизнь наладится с этим коронавирусом, я когда вот в Турции учился, в Белькенте университете, там было так. Там библиотека работала, ну, читальные залы, библиотека работала где-то до часу ночи. А в период сессии она была круглосуточная. И в библиотеке, там вот полы были постельными коврами хорошими, и пуфики были. И туда приходишь и лежишь, читаешь. Ради Фаритович, у нас в этом отделе Делали есть, так, да? Да, такой Там есть отсек, балкончик. там поднимается на балкончик, и там ковер, можно лежать. Wi-Fi можно с ноутбуком. А вообще вы думали вот план вот сделать реконструкцию здесь? Мы строить хотели, не то что реконструкцию, мы не Ну влезаем. строить, ну куда вот сейчас вот это? Мы с городом работаем по земле. Но все равно же здесь строить реконструкцию-то делать надо. Реконструкция нужна. Ну а есть проект? У нас был проект, но он уже устарел. По итогам сегодняшнего поручения представить предложение по реконструкции. Пока доберемся до стройки, здесь порядок наведем. Нет, здесь здорово, молодцы. Я просто хочу осовременить вас. В первую очередь нужны хранилища. Дело в том, что у нас просто большая часть фондов хранится в Конгресс-холле на птичьих правах. Мы там находимся. обслуживать мы здесь вот в принципе... Покажи читальный зал, чтобы это пока все равно стоит. Да, пойдем. Мне интересно же. Да. А, люди-то ходят, да? Здесь у нас электронный читальный зал. Здравствуйте. Все современные технологии здесь используются. Дайте, наверное, лучше ходят люди, да? Здравствуйте. Извините, что побеспокоили. Люди ходят, ага. обеспечиваем доступ к диссертации в РГГ, президентской библиотеке. Весь объем диссертации на сегодняшний день более-менее Ельцинская библиотека, да. Да. Региональным центром являемся и культурно-просветительские мероприятия президентской библиотеки ведем по всей республике, то есть со всеми центральными библиотечными системами. Там еще пока не все подключены, но тем не менее вот эта работа ведется. Осталось буквально несколько районов. А вообще вот, ну, понятно, коронавирус одна история. А вот до коронавируса у вас какая динамика была? Сюда люди приходили, рост шел, или люди все-таки это... Шел рост, потому Ради что... Фаритович, это, наверное, я бы скажу, потому что вообще стабилизировался, рост идет, но небольшой. То есть мы просто все силы прикладываем к тому, чтобы рост был стабильный, небольшой. Но где-то уже он предела достиг, потому что люди не столько уже вживую ходят в библиотеку. Ну, так вообще в год мы даем 200 тысяч посещений. У нас ведь 4 корпуса обслуживания. Это вот основной на Октябрьской революции у нас корпус, детская и юношеская библиотека. Это все национально. Требует ремонта, там первые этажи жилых. Начинать надо с центральных все равно вещей. Да, да. Вот как улицу Уфы мы делаем сейчас, да, дороги, вот начнем с центра. Это займет время, и это надо приурочить, эту историю, реконструкцию к 450-летию. Это должна быть одна. Вы хотите же, наверное, здесь сделать? Я не говорю, что здесь плохо, замечательно, мебель, все чистенько. Ну давай, только современное надо. Мы даже технологии уже здесь не можем внедрять, просто ограничены в пространстве. Ну посмотрим. Вот, современные. Может быть... Особенно актуально, когда студенты перешли на удаленку, и приходят они, там у нас 3 рабочих места, и они занимают, и никому не, мы им не мешаем, я никому не мешаю. В настоящее время там тоже есть. Wi-Fi сидел. Да, Wi-Fi. А так вообще, вот отсутствие людей в зале, это не значит, что у нас нет читателей, потому что у нас есть удаленные электронные ресурсы, они просто приходят, регистрируются и работают из дома. Но тем не менее ресурс наш. Месяц где-то 50 тысяч посещений электронного ресурса.
Он у нас идет Вот правильно, вы там все отрегулировали, да? Конечно, Да. конечно. состояние. Ладно, переживем это время. Спасибо. Спасибо. Рафич, Да? во многих городах и селах библиотеки умирают, а вы даете поручение проработать возможность строительства новой библиотеки. Ну, вообще мы сохраняем, конечно, сельскую сеть библиотек. Они у нас есть, довольно крепкие. Мы же с вами, как куда ездим, обязательно, если в селе там сельский дом культуры, да, обязательно там, соответственно, комната 2 для библиотеки. Ну, а здесь это вот, я считаю, что такой... Это же библиотека, конечно, не только там развлечения или там люди попали, это еще очень важная научная составляющая. Поэтому подумаем, как вот, может быть, в рамках 450-летия этот объект включить и попытаться его сделать. А Карим Хакимов – личность легендарная, но немножко подзабытая, я бы сказала. Сегодня Знаете, дань вот, уважения. вообще, с 2011 года, вот я посмотрел, довольно проводятся активные мероприятия, проводятся чтения. Но мне кажется, просто он настолько интересный человек. Мне вот в трактовке Салавата Хамидуллина понравился, он его назвал, здесь назвали «Забытый Паша», есть «Красный Паша», а Хамидуллин его еще Салават назвал Хакимов Аравийский, а его же Карим Аравийский. Вот есть такой Лоуренс Аравийский, это британский разведчик, который очень неоднозначный. Он, конечно, очень считается героем Великобритании там, и так далее, и много сделал для Великобритании, но наш-то не менее, да, не менее интересен. А? Даже, думаю, превосходит. Я о том и говорю. У него Лоуренс Аравийский чем занимался? Он как раз стравливал племена, которые делали. Все делалось в интересах могущества Великобритании. А этот человек сделал шаги к тому, чтобы было централизованное государство. И каким-то образом умудрился установить личные отношения с таким действительно великим человеком, который определил будущее Саудовской Аравии. Да? Вот, поэтому Просто Лоуренс это распиаренная такая фигура, хотя на самом деле... Там достаточно... Там оскароносный фильм есть, Лоуренс Аравийский, играет там арабский актер. Амар Шариф играет главную роль как раз. Да, и Петратула. Да, и все. И вот вам, пожалуйста, легенда, которая... А здесь гораздо больше реальной части, чего мы не сделали. Ну, просто даже изучаешь его материалы, кажется, такое ощущение, что один человек это сделать попросту не мог. Потому что в материалах, которые были переданы сегодня Национальной библиотеке, все это отражено. И он умудрялся там устраивать революции просто-напросто ради интересов Совета. Ну, то есть выехал в Эритрию, через полтора месяца, по-моему, случилась революция в интересах Советской России. То есть вот это он... Рафич, а дальше что? Ну вот уважили человека, презентовали тизер, а дальше? Во-первых, это же пойдет сейчас по школам, это будет по школам. Но, к сожалению, я говорю, это понятно, что есть и научное издание, есть книга. Хорошую книгу написал дипломат Озеров. Я ее, честно говоря, времени читать нет, я всегда в самолете ее читаю. Я полкниги прочел пока, но как раз еще не дошел. А так, это пойдет по библиотекам и... В простой, доступной форме, чтобы можно было изучать. Чтобы это был цикл. В данном случае, значит, Карим Хакимов, потом Штурман Альбанов, есть генерал Шеймуратов, Салават Илаев, и пошло-поехало. Рафич, вы вернулись совсем недавно из Москвы с транспортной недели. Итоги достаточно солидные. Я бы сказала, вы тот башкир, который с папочкой походил по нужному месту в нужное время. Башкир было. Там было много башкиров, эти все башкиры ходили по разным кабинетам. Мы провели очень много встреч, и РЖД, и Минтранс, и Минстрой, и зампремьер-министра, зампредседателя правительства России. Очень позитивное отношение к нашей команде. Действительно, вот Марат Шакирзянович, он сказал, говорит, у вас в части строительного блока очень эффективная команда, поэтому я коллег своих сегодня, вернее, в понедельник хочу поблагодарить. Приятно слышать такие слова, потому что на самом деле, во-первых, все, что касается нацпроектов, мы там практически на 100% делаем. В России идет падение жилищного строительства на 4%, а у нас рост почти на 9%. В общем, есть чему радоваться, но дел столько много, и, честно говоря, что очень много хронических у нас болезней, которые надо решать, и в том числе в рамках такой работы с федеральным центром. Спасибо. Все, Спасибо.